Свой дом — это место, где можно экспериментировать. Когда ты работаешь с заказчиками, ты, очень часто все-таки, опять же, ограничен, да, какими-то их взглядами, их предпочтениями. А здесь можно делать и так, и эдак, не бояться, что что-то не получится, потому что, любой какой-то фейл можно исправить, любой неудачный цвет можно перекрасить. Меня зовут Фарис Мамедов, я дизайнер интерьера, и вот уже 4 года, может быть, чуть больше, я занимаюсь тем, что создаю красивые дома и в целом красивое пространство для людей. Пару лет назад мои родители переехали в Алмату, в квартиру, которую мы купили до пандемии, и во время пандемии я делал мне ремонт, собственно, с этого все и началось, мой путь в дизайн интерьера. И тогда я понял просто, что жить вместе мы не можем, просто потому что места стало мало. Вот. И так как у меня еще пока нет офиса, работаю я больше всего из дома, так как проекты собираю именно дома, мне было нужно свое пространство, которое будет меня, опять же, вдохновлять, наполнять, и в котором, не будет семеро по лавкам. Поэтому встал вопрос о переезде. Аренду я не рассматривал, потому что мне казалось это нерациональным. Плюс ко всему, там бы пришлось подстраиваться под какие-то условия арендодателей, нельзя было что-то красить. Чаще всего там есть какие-то вот эти границы. Поэтому было принято решение покупать новую квартиру. Еще на старте я понял, что в этой квартире я позволю себе ошибаться и позволю себе не зацикливаться на идеальности. Пусть все будет немножко таким, какое оно было, со следами времени, но акцент делать на вещах, которые радуют, а не на каких-то стыках, ровных углах и так далее. Здесь очень маленькая прихожая, в которой, по сути, только утилитарная функция есть повесить верхнюю одежду, разуться и посмотреться в зеркало. А изначально вот за моей спиной у предыдущих жильцов была стена, которая отделяла вот эту гостиную, да, от коридора. Но они ее демонтировали, узаконили все, и нам она осталась в таком же виде. И получается, мы заходим, сразу оказываемся в вот этой вытянутой гостиной в форме вагончика. Мне это не очень нравилось. Я пожил какое-то время с светлыми стенами вот за моей спиной, но потом понял, что мне хочется какого-то визуального все-таки разделения, и тогда мы сначала решили покрасить только одну эту стенку, потом я подумал, а почему бы не пойти дальше и не сделать такой вот цветовой блок, полностью выкрасив и потолок, и тем самым отделив ту часть от этой, и немножко добавить глубины, и такой классный фотофон сделать для съемок видео. Кухня очень маленькая у нас, 6 квадратов всего. У нас дома в детстве была кухня примерно такого же размера, и мне казалось, что я не буду жить в таких кухнях. И на своем примере я понял, что даже на 6 квадратах можно разместить все необходимое, по крайней мере, для 2 человек уж точно. Так как, опять же, размеры небольшие, я сразу понимал, что первое и главное, что будем делать, это работать с светом. Мы все поставили интерьерный акцентный холодильник, вокруг которого выстроили все остальное. Перекрасили всю комнату в один цвет вместе с потолком, с трубами, батареями и так далее. И добавили графики за счет мебели немного. И уже не так давно мы решили немножко изменить вот эту обеденную зону. У нас такой был обычный квадратный стол, но все-таки захотелось какого-то такого настроения французского кафе, может быть, да, или, по крайней мере, просто европейского кафе. И мы добавили сюда такие интересные шторы, пошили, поставили такой столик на одной ноге. И когда я был недавно в Стокгольме в феврале, я, поддавшись какому-то приступу шопоголизма, решил купить себе светильник Louis Poulsen. Не подрасчитал габариты коробки, в которые он был упакован. В общем, мне не влез он в багаж, да, за счетом того, что мы брали дополнительное место в багаже, и мне пришлось его отправлять логистической компании. Мы ждали его почти 2 месяца в Алматы, хотя я мог купить его, в принципе, и здесь, собственно. Но, в общем, это тоже такая интересная история. Он приехал, и вот буквально пару недель назад мы с папой его повесили, и теперь радуемся жизни. Если говорить о планировании хранения на кухне, то у нас, как выяснилось, не так много посуды, которой мы пользуемся постоянно, поэтому мы добавили пару полок и расставили красивую посуду в прямом доступе, чтобы можно было взять, что-то приготовить, поесть, помыть и обратно поставить. У нас есть место для хранения бакалеи, большая варочная с газом именно. Это прелесть в старых домах, когда есть газ. Во-первых, можно погреться в межсезонье. Во-вторых, тоже в этом есть какая-то романтика, что-то такое из детства. Вообще,
Мне кажется, что эта квартира — это одна сплошная рабочая зона, потому что здесь я тестирую какие-то цвета, какие-то решения применяю на практике, прежде чем кому-то их предложить, возможно. В каждом буквально шкафу или стеллаже у меня где-то какие-то журналы лежат, какие-то книги рабочие, образцы, тут полная тумба всяких разных выкрасов, дощечек и плиток, потому что, как я уже говорил ранее, я пока работаю без офиса, вся команда у нас работает удаленно из своих домов, вот, и мне было важно, чтобы моя квартира помогала мне в этом, а не мешала, потому что когда у тебя нет места, где хранить что-то для работы, нет места, где ты можешь сесть и поработать за компьютером или провести какой-то Zoom, это, конечно, не очень удобно. Поэтому здесь было важно, да, все это разместить, но, опять же, поскольку мы не делали перепланировку, какой-то отдельной, прям изолированной зоны не получилось выделить, и единственным логичным местом оказался этот вот уголок возле окна. Он максимально освещен в течение дня, здесь максимум света, есть постоянный приток свежего воздуха, что немаловажно из окна. И в целом, когда я там не работаю, это выглядит просто как какая-то такая консоль. Плюс ко всему можно сидеть, что-то делать, параллельно слушать музыку или смотреть телек. В общем, так. Потом перейти на диван, поваляться и снова вернуться к работе. Ну, такой, короче, на лайте. У нас небольшая спальня, не очень правильной формы, такая вытянутая тоже вагончик, гораздо уже, чем гостиная, и это было проблемой, потому что нужно было там разместить место хранения. Как я уже говорил, я такой шопоголик, одежды у меня вещей, в принципе, очень много, и было важно разместить нормальный гардероб, и чтобы кровать какая-то полноценная влезала. И мы и так, и сяк думали, как бы все это расставить. Я даже думал какую-нибудь подумать систему со вторым входом, какой-нибудь скрытой гардеробной внутри, но в итоге остановились на таком более традиционном, в принципе, расстановки. И так как у нас комната угловая и выходит на теневую сторону, в ней мало света в течение всего дня, поэтому я решил, что я сделаю на этом акцент и сделаю ее еще темнее. Мы выкрасили в такой пыльно-голубой, такой немножко сумеречный оттенок, чтобы она была такой еще более обволакивающей, такой шкатулкой, более располагающей ко сну. Да, и мне нравится, как получилось. Некоторое время назад, около года, я купил один светильник и думал, что он мне очень понравился, он был по очень выгодной цене от голландского бренда, и я подумал, что я его куплю и потом куда-нибудь в проект пристрою, ну, какой-нибудь из проектов своих заказчиков. В общем, он у меня лежал на складе почти год, и все не попадался подходящий какой-то интерьер, и потом я подумал, а почему я жду какого-то идеального проекта для кого-то другого и лишаю себя вообще возможности любоваться такой красотой каждый день у себя дома. И поэтому, недолго думая, мы быстренько докупили там кабели, провода, и хотя там в спальне, вот где он висит, не предполагалось какое-то потолочное освещение, мы с папой придумали, как это все можно будет установить, и когда этот абажур мы повесили, я подумал, что нужно развивать эту тему. Я нашел такой а-ля винтажный японский веер, добавил, и потом какие-то детальки, появились там светильники дополнительные, лампы, декор, и теперь это немножко другая зона, отличающаяся от общей части квартиры. Но в этом и прелесть, потому что спальня — это все-таки что-то такое более интимное, более камерное, и пусть настроение там такое будет немножечко пикантное. Почему бы нет? Санузел достался маленький, но в принципе, как и во всех квартирах вот той советской постройки того периода. И, как я уже говорил ранее, мы не могли себе позволить глобально что-то переделывать, поэтому я применил инструмент, которым пользовался неоднократно до этого уже в своих проектах и в съемных квартирах, когда жил в аренде. Просто покрасил плитку и на полу, и на стенах, и там была вот эта ужасная такая душевая космическая капсула. Мы ее заменили на чуть менее ужасную космическую капсулу, вот, потому что ванну, опять же, там ставить не получалось. Предыдущие жильцы там лишили такой возможности нас. Если бы мы это делали, нам пришлось все вскрывать. Это было немножко неуместно. Вот, и поэтому просто облагородили все, опять же, цветом, какими-то системами хранения, декором и так далее. Я хочу, чтобы каждый предмет имел свою историю. И это было не просто, допустим, что-то купленное в магазине, просто потому что это красиво. Это тоже имеет место быть, но все-таки хочется, чтобы за каждым каким-то вот элементом был свой какой-то бэкграунд. И, например, вот за моей спиной
мы, наверное, видим, да, висит маска зебры. И это такое классное напоминание о нашей последней поездке в Индию пару лет назад, когда мы достаточно поздно вечером уже решили выехать в соседний штат специально ради интерьерного магазина. Мы туда ехали на байке вдвоем на одном, без связи, без интернета, просто по заранее скачанной скрину карты. И накупили там кучу посуды, каких-то пледов, ковров и вот эту деревянную маску зебры. И на обратном пути мы заблудились, выехали на скоростную трассу, поехали в сторону Мумбаи, поняли это, когда уже уехали очень далеко от своего дома. И, в общем, это было удивительное какое-то приключение посреди ночи, без прав, в чужой стране, вдвоем на байке с кучей пакетов. И вот это, мне кажется, самым классным, потому что в течение времени, в течение жизни какие-то моменты забываются, и когда у тебя есть такие маячки, якоря, которые тебя могут всегда вернуть в те моменты, это супер. Потом здесь еще есть, наверное, не самый такой акцентный предмет, но все-таки очень ценный мне из детства. Это доска для игры в шашки моего дедушки. Я не так давно нашел ее дома у бабули, когда к ней ездил, и привез к себе. Мне нравится, как она выглядит по цветам, сочетание материалов, такой плотный советский пластик, металлическое само основание. Вот. Ну и в целом иногда вечером можно взять, поиграть. Это тоже, в этом есть какая-то такая романтика уютная из детства. Вот. А если говорить про ковер, это недавнее мое приобретение. Здесь у нас до этого был другой коврик, который мы купили просто в Заре на время. В итоге прожили с ним 1,5 года, но в какой-то момент я понял, что все, хватит это терпеть, хочется вообще того, чего изначально хотелось. И я нашел этот ковер. Это ковер от французского бренда. И, в общем, когда мы его привезли сюда, мы ждали его около 1,5 месяцев или чуть меньше, и когда мы его сюда привезли, я понял, что вот это именно то, что было нужно этой комнате, как-то все сразу собралось вместе, и вот это, опять же, ощущение вагончика, оно потерялось за счет того, что мы сюда добавляем какие-то объемные цвета. Не знаю, мне кажется, прям это вот та палитра, которая сейчас меня характеризует и максимально близка мне на сегодняшний, по крайней мере, день. Вот у меня тут слева есть такая небольшая gallery wall. Тут мозаика, которую мы собирали сами, кусок обоев, привезенных с выставки, какие-то репродукции и так далее. А вот сверху это скетчи, которые мы с мамой нашли на рынке Сент-Уэн в Париже, на винтажном, вот, и привезли, обрамили в рамку, повесили. Кстати говоря, вот это зеркало за моей спиной маленькое, это тоже винтажное, привезенное из Парижа. Мы 2 года с мамой летали туда, вот, и много чего оттуда привезли домой, и в проекте тоже много чего привез. Вот, но помимо вот этих вот каких-то постеров и так далее, здесь есть, конечно, и уже авторские работы наших местных художников. Например, в коридоре у нас висит большая абстракция Ксении Козекиной, алматинской художницы, и это была одна из первых больших работ, которые мы принесли сюда домой, даже когда, в принципе, не было еще многих элементов, которые есть сейчас, и она тоже задала такое свое настроение, как-то повлияла на цветовую гамму, которая здесь формировалась. Возможно, подсознательно, но тем не менее на картине собраны большая часть цветов, которые здесь присутствуют в тех или иных элементах. А над диваном у меня висят такие классные летние лимоны, которые немножко добавляют какой-то свежести и какого-то такого домашнего итальянского вайба. Художница Асия Мусеновой. Я познакомился с ней, когда снимал у нее дома видеообзор для своего YouTube канала. Вот. Она пишет картины очень интересные, в разных стилистиках. Вот. И спустя какое-то время она мне прислала в подарок свою картину. Я очень ценю такие знаки внимания, и вот почетное место выделил у себя дома для нее. Я не буду лукавить, что это квартира моей мечты. И я вообще из тех людей, кто всегда стремится к идеалу, но, как правило, никогда его не достигает. Мне всегда хочется лучше, лучше, лучше. И специфика моей работы подразумевает, что всегда нужно совершенствоваться, всегда можно что-то менять и так далее. Поэтому квартира этой моей мечты нет. Но соответствует ли она мне и моему мироощущению на сегодняшний день? Однозначно. Чувствую ли я ее своим домом, своим пристанищем и местом силы? Тоже однозначно. Я просто в какой-то момент понял, что ошибка очень многих, и в том числе и моя,
во многих вопросах. Это ждать какого-то лучшего момента. Вот я куплю себе идеальную квартиру, сделаю в ней классный ремонт, и тогда я себе куплю, не знаю, тот самый стул или ту самую лампу и так далее. Вот я там похудею, и тогда куплю себе то самое платье или костюм. Но этот момент может не настать, а иногда он уже настал, а мы просто этого не видим. Вот в этой суете повседневной. Забываем об этом, что-то суетимся, бегаем, стремимся непонятно к чему. И в какой-то момент я понял, что мне так не хочется. Не могу сказать, что у меня это уже получилось, но, по крайней мере, в контексте своего дома я точно это сделал. Потому что, если мы, опять же, говорим про знаковые какие-то предметы, я немножко отойду, в спальне вот у нас стоит флауэрпот красный. Когда я только начинал заниматься дизайном и вообще еще даже просто интересовался сферой интерьеров, я видел эти лампы в интерьерных изданиях и так далее. И мне казалось, что это предел мечтаний, какая-то недостижимая вершина купить домой себе такой светильник. Но когда я все-таки позволил себе это сделать, даже несмотря на то, что, возможно, где-то финансово это было нерационально, я понял, что вау, оказывается, даже в старой квартире можно жить с классными дизайнерскими предметами, о которых ты всегда мечтал. И после этого твое мышление начинает меняться. Поэтому я думаю, что в контексте своего дома не надо ждать чего-то лучшего или большего, нужно наполнять его важными вещами сразу в моменте, сегодня, и потом эти вещи изменят вашу жизнь тоже.